Нормально. Очень даже неплохо. Все озеро так придется долбить. Продолжение следует. Встретимся здесь через несколько дней. Не знаю, как буду я подниматься, потому что придется уже там, наверное, подниматься. Здесь поперек бревно лежит. У меня тут пробные лаги плавают. Сейчас основное бахнем. Позапрошлом году вроде как снимал тоже, как готовил оладьи. Жара тут. Ташкент. Ну-ка. Нормально. Растительное масло, конечно, я не пожалел. Так. Чем переворачивать-то? Ну вот и все. Ужин себе я приготовил, заварил розовый чай. Так как заварка у меня закончилась, сейчас в чайник я закинул чагу. Она будет всю ночь там в горячей воде, и она хорошо заварится. Небольшой кусок. Слишком черный мне не надо. Да и так, наверное, почернее, там темная станет. Не черная, а темная станет. Вот как эта заварка, наверное. Надеюсь, видно, нет там, как свет передает вам. Сейчас попробуем, я еще не пробовал. Первый пробный, который вот маленький кусочек. Ну, вот она, что получилось. Вот. Очень даже на вкус тоже неплохо. На вкус тоже ничего так, нормально. Сейчас попробуем. Как ни рыба, ни мясо. Очень тоненькие. Хрустящие. Пока не понял. Соль нормально. Таежные оладьи. Очень жирная. Очень жирная. И чуть-чуть как будто пригорела. Будет изжога хорошая. Так, пить хочется. Наверное, пару стаканов сейчас выпью. Нормально. Очень даже неплохо. Когда ты целую неделю вот ешь, уже как бы хлеб каждый день тверстеет, ну, жестче становится, крошится.
И вот тебе свежие лепешки. Конечно же, вкусно. И если приготовить на дрожжах, она будет толстая. Ну, как умею, ребят. Как умею, то и показал. Вроде неплохо. Как блины. Да. Все. Буду заканчивать. Буду пить чай, отдыхать. Сейчас 5 часов 10 минут. Однако быстро мы справились. Вот. На улице темнеет уже. Здесь очень жарко, у меня дверь открыта. Немножко показал охоту на рябчика. Готовку. И самое главное, ребят, я, наверное, завтра, мы с Туланом, вернее, съездим домой на пару дней. Я сейчас позвонил домой. Дальше все еще тепло, тепло, тепло. Сильных заморозков нету. Решили на пару дней съездить домой. И снова приедем. Свежими силами. Привезем свежий хлеб. Немножко картошки надо привезти. Ну, немножко продуктов. Инструменты для ремонта тут в избе. И дальше будем продолжать охотиться. Примерно такие планы созрели сейчас. Так что на сегодня все. Всем пока. И встретимся завтра. Завтра с утра, наверное, немножко сходим на охоту на пару часов. На глухаря попробуем еще раз перед отъездом. И соберемся и съездим домой. Короче так, все. Я пью чай и отдыхаю. Встретимся завтра. Нормально. Всем привет! Утро 10 октября. Надеюсь, видите, все как-то цвет такой красноватый. Или мне так кажется, или действительно так. И небо такое вот. Солнце встает, утренний восход. И как-то небо интересное, красное. Но не красное, а аловатое, что ли. И тень идет вот так. Все как-то необычной красоты и цвета. Вот, сегодня после 4 я встал, минус 6 градусов было. Сейчас в данный момент 5 градусов. Все, в Вине опять похолодало. И озеро на во льду весь. Ну да. Вот, сейчас с утра мы, короче, сходим на охоту, побродим пару часов. И будем собираться, сегодня съездим домой на пару дней, как и вчера говорил. Вот такие планы. А сейчас давайте сходим в Сосновый Бор, так скажем, с утра. Есть какая-то надежда увидеть, добыть глухаря. Получится, нет, это уже все увидим. А сейчас давайте сходим. Пошли туда. Еще пару ночей таких, и смотрите, можно рыбачить со льда по первому льду, так скажем. Вообще так сплошно, так все замерзло капитально сегодня. Ночные заморозки, конечно, чувствуется уже. Морозит. Прекрасное место, где можно встретить крупную птицу, но, к сожалению, никого не видели. В течение часа уже, сколько там, примерно час идем, и только стайка гусей прилетела, и то на север они полетели, штук 15, наверное, там было. Тулан тоже пришел.
Вот так вот. Сегодня полная тишина. Не знаю, где птица, может на вырубках сегодня, может еще где. Но в такой тайге сегодня точно их нету. Ну еще побродим. Будем еще ходить. Где-то полчаса максимум, потому что времени у меня распределено здесь от силы 1,5 часа. И возле избы там время поставить надо. Щитки надо забрать с озера. Там щитки замерзли сегодня, как показывал. Озеро замерзло. Сетки надо забрать, убрать все это дело, закончить рыбалку на озере. Все, больше там я рыбачить не стану, потому что непредсказуемая погода. Вот вчера тепло было, хорошо, а сегодня, как видите, как ударили морозы, что все моментально замерзло. Видите, ребят, пару дней прошло. Пару дней прошло, и уже листва, что было как золото, желтое, ярко-желтое, сейчас уже начало темнеть. И примерно еще несколько дней, и все уже покроется, такая коричневого цвета сейчас станет. Эта желтизна уже все исчезнет. Вот так вот. Было красиво, но становится как-то все пасмурно. Я на сегодня охоту закончил и уже перехожу на рыбалку, которая не будет меня радовать. Все озеро так придется долбить. Да. Где-то 5 миллиметров, наверное, 5-6, может 7 местами. Да, больше 5 миллиметров. Вот так вот. Опа, кто-то есть. Щука. Опа. Щука попалась. Хоть что-то. Ну вот, ребят, мы на избе. Затопил. Разжог-то есть. Разжег
костер, мангал. Буду кипятить чай. Попьем горячего чая и будем собирать вещи. Основное, чтобы мыши не съели, там убрать, в общем, такие вот продукты, остатки. Была рыбалка, проверил, взял, собрал все сети. Попалась одна щука. Больше закидывать в озеро не стану. И у меня какие-то глюки опять начались на камере. Включаю, выключается во время съемки. У меня на голове камера, я включаю, звук включения идет, а звук автоматически выключения нету. И я просто не знаю, съемка идет, нет. Я начинаю выключать, а там ничего, никакого звука нет. А автоматом уже все выключалось. И самый интересный момент был, не знаю, вот в данный момент я не знаю, не могу посмотреть. И я так-то снимал, пытался снимать, я включал камеру, там, когда Тулан переходил через бревно и упал в середине озера, там кое-как выплыл через лед, там лед ломал он. Не знаю, только в кадр попало нет. Хорошо, когда вот на Panasonic я снимаю. И по вечерам я всегда свои файлы, что днем снимаю, я вечером, когда уже отдыхаю, я пересматриваю. Там интересно смотреть. А вот экшн камера, вот, ну, невозможно посмотреть. Если, скажем, ноутбук с собой возить, другое дело. Вот. Ладно, бывают моменты, самые интересные моменты всегда за кадром остаются. К сожалению, то не успеваешь включать камеру, что вот этот глюк у этой камеры. Уже не один раз уже я замечал и подводил меня эта камера. Есть такие глюки, что или может быть в чем-то виноват аккумулятор, зарядка аккумулятора. Может быть. Я сейчас вот перед этой съемкой я вынимал аккумулятор, по-новому вставил. Зарядка первый раз показывала, на 2 шкалы уже как бы разрядилась. Остатки там 2 шкалы, наверное, было. Потом смотрю, по-новому включал, там вся шкала, зарядка полная. Сейчас вот тоже полная показывает зарядку. Не могу знать, что может быть. Но есть такие вот. Если узнать, скажем, знать вот эту проблему, от чего вот такие вот автоматические выключения, уже чтобы знать, что может уже предотвратить это вот, или этот аккумулятор надо, скажем, проверить, или еще что-то там, может этот аккумулятор уже негодный, может еще, ну, всякое может быть, причин-то очень много. Вот. Посуду надо помыть, горячая вода нужна. Сейчас время уже 11 час, мы еще тут. Но я замерз, пока я сети там брал, вообще руки замерзли. Наконец-то начали хоть работа, они мыли руки. Поздней осенью, конечно, рыбалка это не очень так. Да, ладно. Ладно, сейчас чайник закипит. Вот солнце выглянуло на улице. Все равно холодно. Пар идет, мороз. Вот. Между прочим, лебеди первый раз сегодня услышал. Я не видел их, только слышал, клин где-то летел один. Одна партия. Вот так уже и лебедям прохладно. Начинают и они уже лететь. Всему свое время. Каждый свое время уходит, улетает. Гуси тоже вот. Сегодня и вчера одна партия, наверное, заблудившаяся партия. Потому что сегодня на север они улетели. Вожак, наверное, кривой какой-то или вообще молодой. Не понимает, куда ей лететь. Туда-сюда, потом всю осень могут гонять там. Или партия уток так. Не понимает, в каком направлении надо лететь. И они заблудились, так скажем. И вот туда-сюда мотаются. Смотришь, уже по колено снег, река еще открыта, а они еще туда-сюда летают. Бывает такое, бывает. Просто у них вожак такой. Ну, не понимает, куда лететь.
от массы, от перелета, массового перелета они отстали, и уже такая проблема. Вот. Может и погибнут, может, да, возможно. Перепутают там с направлением, полетят на север, а там заморозки как ударят. Вчера хорошо погода была, сегодня он, смотри, дубак какой. Тулан греется, он сырой, искупался. Кадр хороший, действительно там. Я ожидал, я думал перейдет он полностью озеро. Нет, на середине бревна он что-то замешкался, думаю, наверное, он решил обратно развернуться и блюхнулся. Там глубоко. Ну ничего. Ветлан. Сейчас дождемся горячего чая попьем. У меня почти чайник. Там половина чайника, наверное, выпила этой чаги. Хорошо заварилась. Темного цвета и вполне достаточно с яйца, вот куриного яйца размер. Этот чайник за ночь на плите там вообще такой приятный цвет дал. Темный. Темный, так коричневый, темно-коричневый, как-то вот. Вкусный чай. Из чаги. Но в меру он тоже надо пить. Все, ребят, пока выключаюсь, буду убираться, собираться. Так, ну вот, ребят, развешил тут продукты от мышей. Ну, убрал основное. Здесь тоже картошка, остатки растительного масла. Короче, немножко подубрался. И мы уже собрались. Так, приоткрытым оставлю. У меня из вещей только ружье осталось до реки нести. Все уже как бы перетаскал. И тут у нас посуда, все так же оставляю. Воду выливать станем. Лучше, наверное, вылью. Потому что заморозки такие крепкие уже, что может все лопнуть запросто. Вот ночной лед. Видели как? Ведро тоже. Остатки воды. Лучше вылить. Остатки воды лучше вылить. Так, тут все порядок. Ладно, продолжение следует. Встретимся здесь через несколько дней. Дня на 2 я съезжу домой. Привезу свежий хлеб. Рябчиков отвезем. Что еще? Рыбу немножко поймали. Нормально так. Охота потихоньку идет, рыбалка. Ладно, изба, давай. Встретимся через пару дней, надеюсь. Костер, это все потухнет. В принципе, погода немножко потеплела. Чувствуется. Но лед, как видите, не тает. Все, короче, идем. Поехали.
Медленный ход. Быстрее не получается. Тулан. Надо его забрать. В принципе, пусть бежит. Быстрее лодки бежит. Местами напрямик, целые повороты напрямик идет. Счастливые люди сравнивают, бывает, с фильмом, мои фильмы и с фильмом «Счастливые люди». И там эпизод есть, когда на буране едут, и за ним собака. И режиссер Ващуков, или как, не помню уже фамилия, Ващукин ли, Ващуков ли, говорит, 100 километров для лайки не проблема бежать за бураном. Это полный пиздеж. Реально. Понятно, если вот так я еду, он будет там, собака побежит. А когда мороз на улице, в Сибири, 20-30 градусов, глубокий снег, буран, да ни хрена не выдержит собака. Просто не выдержит. У него легкие тоже не железные, так скажем. Есть моменты в этом фильме, что как бы немножко выдуманные истории там рассказывается. Понятно, реально там мужики крепкие, но, блин, есть чем сравнивать, есть. Отступно. Так что, ребят, конечно же, кто в реалити не понимает, не знает жизнь, вот эту езду, скажем, представления не имею, что мотор ломается, Судзуки тоже ломается. Мне не верят, что от Судзуки ломаются. У многих уже не выдерживает, но хотя у Судзуки крепкий редуктор, выдерживает такие удары. Вот такие пороги идут, там бревно поперек лежит. Не каждый мотор выдерживает это. И насчет фильма, конечно, можно еще поговорить там и, как сказать, приводить примеры, но не стану, не хочу никого обидеть этим. Фильм хороший, действительно, блин, я уже наизусть знаю этот фильм, потому что я столько раз пересматривал, интересно смотреть. Просто это целый год снимали и работала целая бригада. Монтировали, звукооператору музыку добавляли. Конечно, если все это сделать, и может вот это все тоже реально может быть интересно кому-то и понравится. Потому что все это тоже есть у нас. Вот эти пороги. У нас не так каменистое место, но не знаю, как буду я подниматься, потому что придется уже там, наверное, подниматься. Здесь поперек бревно лежит. И вода, уровень воды каждым днем все меньше и меньше становится. И
приходится по новым местам ехать. Но через пару дней, думаю, ничего не поменялось. Старица совсем высохла. Вот так вот, ребят. Ладно. Как умею, так и снимаю. Так что, кто первый раз смотрит, привыкайте. А есть у меня зрители, действительно мои зрители, которые, смотрят уже несколько лет. Действительно есть они. Я знаю. Потому что время от времени они оставляют комментарии. Лок! Следы, наверное, выдры опять заметил. Вот так. Сколько коряк, сколько валежников, сколько всего лежит под водой. Каждый год новые и новые деревья. Упс, кое-как перепрыгнул. Вон утка взлетела. Если в таких моментах одна утка большая, две утки крупные. Если в таких моментах, скажем, не рассчитать, газ не добавить и вовремя не сбросить, просто ты зависаешь на таких бревнах, и потом тоже приходится там крутиться, вертеться, как-то. Если еще на глубоком месте весло не достает, вообще ужас. Крякву, наверное, вчера крякву видел, и кряква, не знаете, вот до последнего, морозостойкие утки тоже. Чирки давно уже улетели, а вот кряквы, они в последнюю очередь улетают. Вон он бездельник, ему не привыкать, отдохнет, зима длинная, успеет еще належаться, в утке, пусть гуляет. Вдоволь. Главное не спешить, спокойно ехать и все, доедем. Я сегодня моторку слышал, в низовье где-то кто-то ездил, вон опять слетела утка. Те же самые, Сейчас уже вверх поднялись, а он уже все вылетит отсюда, улетит.
Ладно, ребят, выключаюсь. Примерно показал, как я еду, как еще по-другому. На лодке идут, пароход идет, Олег плюет. Ну вот, ребят, мы вышли на большую речку. Дальше я снимать не буду. Немножко поснимал, как мы ехали по таежной реке. Ну, сейчас мы будем плыть по основной реке. И через часик уже стемнеет. Да и съемку, наверное, на сегодня буду заканчивать. Продолжение этого похода еще будет. Мы еще не закончили охоту, так что ждите новые серии. А на сегодня все. Всем пока. Скоро увидимся на второй избе еще раз. Тулан побежал, пусть побегает, в туалет сходит и дальше поплывем.